Сижу перед вами в Recording in тельняшке progress. военно-морской. И вообще тема сегодня у нас будет связана с жизнестойкостью, с борьбой с проблемами, с умением выстаивать перед трудностями. Вот вы наверху видите подводную лодку маленькую, на которой я служил, мой китель, на котором значительные всякие разные значит, поощрения за то, что когда-то я не боялся выступить и вступить во взрослую жизнь после детского дома. И вот сегодня мы с вами, как матросы своей судьбы, будем обсуждать те вопросы, которые вы, значит, прислали. Ну, во-первых, я в тельняшке. Почему черно-белая полоска? Я тоже на это отвечу, потому что если матрос выпал за борт, то его легко обнаружить по тем полоскам, которые будут в воде отражаться, по сути говоря. Ну и еще полоска бывает черная, белая. Хотелось бы, чтобы у вас в жизни было больше белых полос. Черные тоже будут, это как бы непреложная истина, от этого никуда не деться. Но хотелось бы, чтобы эти все-таки жизненные трудности вы преодолевали, не боясь жить. И сегодня мы отвечаем вместе с вами на вопросы, которые вы прислали. Какой основной документ должен быть у человека? Ну, в первую очередь, в 14 лет каждый гражданин Российской Федерации получает паспорт. На основании этого паспорта туда фиксируются многие вещи, такие как регистрация, прописка по месту жительства, сколько детей при рождении и так далее, и так далее. Поэтому паспорт – это документ, который является основным для того, чтобы вести нормальную жизнедеятельность. Соответственно, следующий документ – это может быть загранпаспорт, с которым тоже можно путешествовать по стране, куда-то передвигаться, покупать билеты. СНИЛС – это документ, значит, о постановке на учет в пенсионный фонд, страховое свидетельство и ИНН налоговой инспекции. Вот, по сути говоря, вот эти 4 основных документа. Но если вы поступили в учебное заведение, то студенческий билет. То есть всю жизнь нас будут сопровождать документы. Там, если вы женитесь или выйдете замуж, это будет свидетельство о браке. Если родятся дети, свидетельство о рождении. Ну и так далее. То есть много документов, которые вам будут необходимы для того, чтобы доказывать, что вы – это вы. Это нормально. Как научиться говорить «нет»? Да, это проблема. Многие воспитанники детских домов, общаясь очень тесно внутри своих, значит, групп и коллективов, не всегда умеют сказать «нет», потому что они привыкли, что всегда надо быть добрым, хорошим, отзывчивым человеком и, значит, стараться как-то не обижать другого человека вот этим «нет». На самом деле «нет» нужно говорить, и связано это прежде всего с вашей личной безопасностью. То есть, если вы оказались в ситуации, что вы делаете выбор сказать «нет» или «да», то если вы чувствуете, что «нет» – это то, что необходимо, сделайте несколько таких важных шагов. Например, сделайте паузу, скажите «мне нужно подумать», а можно я отвечу вам попозже, а давайте мы об этом вопросе поговорим на следующий день и так далее, и так далее. Вот пауза, возможность подумать, неспешность не только вам дает шанс на то, чтобы вы получили и дали качественный ответ, который позволит вам не оказаться в ситуации человека, который, например, сказал, значит, да, дал в долг, а потом, значит, не смог этот долг получить, или человек не смог этот долг вернуть, и вы начинаете этим мучиться, то лучше всего трезво подумать и сказать, что ну вот я не могу, значит, это сделать, потому что, и, соответственно, дать ответ почему. Ну или можно просто сказать нет, это невозможно, потому что у меня есть свои планы на тот запрос, который вы даете. То есть умение сказать нет – это вопрос того, насколько вы сами руководите своей жизнью. Если вы все время говорите да, то, соответственно, к вашему да будут прицепляться и другие какие-то запросы. Этот человек все время говорит да, и он не понимает, что есть какие-то личные границы. Вот эти личные границы нужно соблюдать. Это очень важно для будущей жизни. Очень сложный и очень такой непростой вопрос номер 3. Вопрос, как бороться со страхом после детского дома. Но видите, вы даже еще не вышли из детского дома, а уже боитесь.
но надо не бояться, а через деятельность, через деятельностную какую-то, значит, историю преодолевать вот это вот надвигающееся, это безусловно будет появляться у вас некоторая боязнь сделать ошибки, боязнь неправильно что-то совершить. Это все связано с тем, что новые обстоятельства не всегда вам будут знакомы. И вот для того, чтобы эти обстоятельства преодолевать, просто не бояться действовать. Например, приехали в общежитие или там в свою квартиру, своевременно оплачивать за жилищно-коммунальные платежи, значит, не бояться ходить на уроки, на новые занятия в каком-то учебном заведении, ходить на секции, на кружки, посещать кинотеатры, то есть не выключаться, потому что вот следующий шаг может привести к тому, что что-то может произойти. Не бойтесь вот этого, что-то может произойти, потому что даже если вы совершите ошибку, что-то там неправильно пойдет. Это все обычная жизнь. Совершают эти ошибки и другие люди, которые живут и в семье. Потому что за ошибкой стоит осознание того, что вот я что-то неправильно сделал, нужно переосмыслить это и в следующий раз сделать так, чтобы эту ошибку уже не совершать. Не бойтесь вот этого жизненного устройства, что всегда все должно быть хорошо. Не всегда все будет хорошо, будет так, как мы к этому относимся. Если вы хотите это поправить, то, соответственно, старайтесь просто действовать. За действием будет, соответственно, уже и результаты. Ну а по результатам вы будете судить, как поступать дальше. Вопрос номер 4. Как научиться правильно тратить деньги? Ну, сегодня у вас в детском доме денег не так много, и деньги, которые у вас появятся, это будут чаще всего какие-то пособия, или, значит, вы будете получать компенсации всевозможные, а также у вас будут средства, значит, стипендии, кто-то пойдет работать, подрабатывать. И первые деньги, я считаю, что лучше всего вот сесть, взять листочек и расписать те затраты, которые у вас будут появляться в течение месяца. Ну, например, обязательно заплатить за квартиру, просто обязательно, прям поставить себе в плане вот эти деньги, там, например, у вас там 20 тысяч рублей, по жилью у вас там 3 тысячи рублей или там 2 тысячи рублей. Так, мы прибавили, осталось 13 тысяч рублей. И вот мы дальше, там, оплата телефона, это понятно, что мы все должны быть на связи. Покупка продуктов, значит, соответственно, покупка продуктов должна быть не так, что мы купили сразу 20 килограмм картошки, а купили там 2-3 килограмма и, соответственно, запланировали это все в рамках бюджета. Там приобрели там помидоры, огурцы, так, чтобы их успеть съесть, чтобы это не сгнивало. То есть, если мы будем покупать много, соответственно, эти деньги будут впустую, просто продукты пропадут. Или, например, нам надо купить по сезону какую-то одежду, обувь, носки, там, я не знаю, еще что-то. Тоже планируем и ставим перед собой. Так, вот в этом месяце, значит, к декабрю мне нужно купить теплые ботинки. Значит, октябрь-ноябрь я откладываю по 2-3 тысячи рублей для того, чтобы эту обувь приобрести. Ну, то есть планировать свой бюджет. Те деньги, которые у вас есть, это те деньги, которые можно использовать для качества жизни. Ну и что еще очень важно, это было, перекликается в вопросе номер 2, как научиться говорить «нет». Старайтесь деньги хранить, сохранять, не отдавать их в долг, потому что часто выпускники детских домов начинают покупать дорогие айфоны, телефоны, там еще какие-то увеселительные мероприятия посещать и так далее. Постарайтесь вот этот бюджет хранить, сохранять, потому что за этим будет, опять же, качество жизни. Отдали в долг, а самим на что жить, на что покупать продукты, на что оплачивать ЖКХ и так далее, и так далее. Вот эта рачительность, это очень правильное решение для того, чтобы сохранить деньги и сохранить то качество жизни, которое вам необходимо. Какую бы книгу вы хотели порекомендовать прочитать? Ну, во-первых, самая главная книга – это ваша жизнь. То, как, чем вы и через что живете. Соответственно, читайте все, что вокруг происходит. Разные события, встречи, разговоры, общение. Это тоже книга жизни. Ну, а из книг, ну, на мой взгляд, сегодня
учитывая, что все сидят в гаджетах, в телефонах, было бы полезно бы просто читать. Там Лескова, Бунина, Достоевского, там, Гоголя, Пушкина, там, Блока, Есенина, для того, чтобы просто расширить свой кругозор, потому что там зашиты тоже определенные месседжи, или как это называется сегодня, какие-то вопросы, которые были и 20, и 30, и 100, и 200 лет назад. Ну и, соответственно, эти вопросы зашиты в этих произведениях. Просто чтение – это возможность расширить и кругозор, и немножко остановиться и подумать о жизни, о смысле жизни, для чего мы живем, куда мы движемся. Вот в этих произведениях это все есть. Поэтому старайтесь, значит, читать литературу различную, ее сегодня много, она накопилась, это и Серебряный век, это и там произведения других каких-то авторов, иностранных авторов, чтобы вам просто было что знать, с чем знакомиться. Поэтому книга просто как возможность, и дарите друг другу книги, как возможность просто жить в таком вот, в потоке информации не только дня сегодняшнего, но и прошлого. Можно ли приобрести квартиру в другой городе по России как сирота? И, значит, ну, жилье – это вообще основной вопрос у выпускников. Наверное, вы знаете, что порядка 250 тысяч выпускников сегодня не имеют жилья в Российской Федерации. Ну и, соответственно, что значит приобрести? Приобретение квартиры – это большие затраты, это бюджеты, это опять же заработок. И то, что сегодня квартиры дают по месту жительства, это опять же возможность не тратить деньги, с одной стороны. С другой стороны, если вы уже получили образование, достигли такого уровня, что можете себе что-то позволить, то, соответственно, купить квартиру можно в любом регионе Российской Федерации, если у вас есть на это средства, если деньги есть, да. Ну, а если вам дали квартиру там в Якутске или еще в каком-то городе Якутии или в другом каком-то регионе, то, соответственно, вы живете тем, что вам государство выделило это жилье. Жилье можно, конечно, поменять место жительства, но опять же для этого требуется исполнение законодательства, которое сегодня у нас регламентирует то, что если вы находитесь на территории там какого-то региона и там учитесь, и после окончания вы можете получить жилье, но есть определенные ограничения. Например, в Москве это, к сожалению, не всегда возможно, потому что иногородним стараются жилье не давать. Поэтому, если вы живете в Якутии, получаете там жилье, то помните о том, что не всегда жилье является фактором того, что мы живем там, где мы живем. Можно переехать в другой город, снимать квартиру или встать в очередь в общую и так далее, чтобы можно было жить в качестве жизни, которую вы хотите, чтобы жилье не становилось для вас каким-то гвоздем, который вас пригваздывает к месту, в котором вы находились. Вот, например, я до сих пор не получил жилья и квартиры, живу, по сути говоря, на съемном жилье, и это, опять же, произошло потому, что я выбрал возможность переехать из одного места в другое, для того, чтобы не только быть в закрепленном жилье, но и, соответственно, просто иметь возможность развиваться. Поэтому жилье не является фактором того, что вот я вот получил жилье, и от этого у меня все в жизни как-то наладилось. Жилье – это просто место, где мы находимся. Поэтому думайте, решайте сами, значит, как вам быть, как жить. И жилье, еще раз повторюсь, это не факт того, что вы вот там находитесь в каком-то месте. Вы меняете место для того, чтобы что? Получить работу, профессию и там как-то обосноваться. Поэтому вот думайте, решайте. На что вы потратили первые свои деньги? Ну, я могу сказать, что сразу, что я стал делать, я стал пытаться подрабатывать, потому что понятно, что стипендий не хватало, денег не хватало, и всегда денег будет не хватать, потому что деньги – это такой ресурс, который уходит на разные вопросы. Мы с вами рассматривали их, да, что бюджет семьи там порядка, допустим, 70 тысяч рублей, и вот нужно раздробить все на разные затраты.
Мои первые деньги была стипендия, которую я тратил на то, что покупал спортивный инвентарь, потому что я занимался спортом активно. Это были бутсы, боксерские перчатки, одежда, спортивные сумки, какие-то приспособления для этого. То есть это было инвестиции в мое какое-то будущее через спорт. А когда я уже стал работать там сторожем, там, дворником, продавцом в магазине, у меня появились первые деньги, что-то я стал откладывать, покупал, конечно, и пластинки, которые прослушивал, то есть музыку вкладывался в то, чтобы можно было что-то во время отдыха послушать, не употреблял алкоголь, не курил, потому что деньги это такая, как бы, деньги это то, что быстро уходит, как пыль и песок сквозь пальцы. Вот поэтому лучше сохранить их в каких-то инвестиционных процессах, там пластинки, одежда, там продукты и так далее, и так далее. А не просто я вот имею деньги, я хожу по ресторанам или кому-то их отдаю, или покупаю дорогой какой-то гаджет. То есть деньги были нужны именно для жизни. Соответственно, я понимал, что если я потрачу деньги, то я останусь просто без средств к существованию. Поэтому всегда что-то откладывал, что-то копил, на что-то нацеливался. Вот первая сумка у меня спортивная была СССР такая, которую я приобрел, и очень был рад, что я могу себе позволить, и благодаря своей какой-то, наверное, находчивости, возможности зарабатывать, тратить эти ресурсы. Когда я приеду в Якутию? Приедете ли вы в Якутию и когда? Ну вот директор Ольга Вешникова, генеральный директор фонда «Семья» детям, приглашала меня, но в связи с пандемией этот приезд, к сожалению, отложился. Но вот мы с вами общаемся онлайн, и, соответственно, вот пока такой формат. Но как только будет возможность, окошечко, приглашение, я обязательно приеду, мы с вами встретимся, вы мне еще зададите какие-то вопросы. Главное, не стесняйтесь, потому что, знаете, как говорят в Мексике, не хотите услышать ответов, не задавайте вопросов. То есть вопросы нужно задавать, тогда ответы будут вам приходить, и, соответственно, это поможет вам в будущем вашем каком-то существовании. Поэтому ждем, когда такая возможность появится, и я приеду, обязательно мы с вами поговорим, пообщаемся, попьем чай, поиграем на гитаре, а возможно поиграем в футбол. Все будет зависеть от вот этой возможности. Как научиться не паниковать? Ну, в принципе, я отвечал на вопрос борьба со страхом, паника. Это, в принципе, уже кризис, кризисная точка, которая возникла из-за каких-то страхов. То есть паника, человек паникует, он не знает, что делать. Поэтому, еще раз повторюсь, пауза, может быть, возможность обратиться к какому-то старшему товарищу, наставнику, к другу, возможно, просто обратиться к специалисту, который может вам подсказать, что делать в той или иной ситуации, если вы это не знаете, как делать. То есть найти сателлита, друга, партнера, агента влияния, который подскажет, поможет и обратит внимание на проблему, возможно, под другим углом и даст какой-то ответ или поддержку в вопросе, в котором вы не всегда готовы принять решение. Ну и как сказать взрослым людям, что я хочу не год учиться, значит, год не учиться, а хочу понять, как мне быть интересным. Или где мне было бы интересно. Но я вам, ребята, рекомендую просто после окончания детского дома идти учиться в то заведение, которое вам по душе, по той будущей профессии, которая вам будет потом приносить и радость, и доход, и возможность зарабатывать какие-то средства. Поэтому вот эта пауза год или полтора, или два, она не очень полезна, потому что за это время вы потеряете окончательно какие-то знания, а там надо будет сдать какие-то экзамены. Лучше всего сразу поступить в учебное заведение, а вы знаете, наверное, по закону, что если вы поступили в среднее учебное заведение, вы имеете право 2 раза там бесплатно проучиться и подготовиться к поступлению в высшему учебному заведению по той специальности или по иной специальности. Но самое главное, не делайте вот этой паузы, она очень-очень не полезна, потому что за паузой потом наступает фрагмент, когда вы уже не можете сосредоточиться на том, чего бы вы хотели. И поэтому
сразу идите учиться, сразу вгрызайтесь, потому что у вас есть свежие знания после того, как вы закончили школу, вы прошли ОГЭ и ЕГЭ, и вы можете начать учиться в СУЗе, как это сейчас называется, по различным профессиям. Понятно, что часто выбор неосознанный, то есть мы не всегда сразу можем выбрать. Я вам рассказывал о том, что я сначала закончил значит, профессионально-техническое училище, ПТУ так называемое, потом закончил училище культуры, ну а следующий мой шаг был, это уже университет. Это был университет, социальная работа, специалист по социальной работе. Поэтому вот эта пошаговость, неспешность и переход из одного учебного заведения в последующее учебное заведение тоже крайне полезен. Главное, чтобы вы выбрали вот этот вектор и не останавливались в образовательном цикле. Потому что если вы один год потеряете, то, возможно, вы потеряете и остальные годы. И старайтесь просто получить документ об образовании, потому что без этого дальше двигаться будет еще сложнее. Но еще посоветовал бы мальчикам все-таки пойти служить в армию, если будет такая возможность, не отлынивать, не свиливать, как это сегодня модно говорить, потому что это тоже определенные знания, потому что знаний много не бывает, как и денег. Соответственно, чем больше знаний, тем больше возможностей в вашей жизни. Вот, поэтому, если будет такая возможность, сходите в армию, научитесь чему-то. Ну, во-первых, это вопрос командности, это вопрос умению договариваться, это вопрос режима, это вопрос дисциплины, это вопрос взаимодействия с командиром, это ответственность, без которой не будет возможности этого добиваться, в том числе и в будущей жизни. Вне того, что вы уже там прошли армию или не прошли армию и так далее, и так далее. Ну и 11-й вопрос, который мне задали, это что самое главное в жизни? Очень серьезный вопрос, пожалуй, наверное, самый серьезный. Я скажу так, что все очень индивидуально. Нельзя ответить за каждого человека, что, о чем он думает, как он думает. У всех своя правда, своя история, своя жизнь, свой поиск. И поэтому вот этот ответ, что есть истина, он так и остается нерешенным, потому что каждый по-своему смотрит на свою жизнь. И делает каждый день выбор относительно того, куда он стремится, как он взаимодействует с людьми. Стоит ли он на позиции, которая ему позволяет так или иначе выстаивать перед теми сложностями, которые будут возникать. Поднимает ли он лапки вверх или наоборот борется за свою жизнь. Выстраивает ли он отношения с друзьями, с близкими, знакомыми, борется ли с теми искушениями, которые вокруг возникают, там алкоголь, наркотики, какое-то деструктивное поведение и так далее, и так далее. Все это находится в нашем выборе. То есть мы имеем право и возможность выбирать, быть на той стороне или на этой стороне реки. Но жизнь все равно движется вне зависимости от того, что мы делаем, как мы, потому что есть такое понятие, как время. И время это, знаете, как там у Макаревича, время это река, куда утекла она. Вот чтобы это время и во времени, и в этой реке, как матросы своей судьбы, мы шли, не боясь и не стесняясь, надо все-таки определиться с основными позициями относительно того, что и как мы делаем. Обижаем ли мы кого-то, заступаемся ли мы за кого-то, помогаем ли мы кому-то, не помогаем ли мы кому-то, ну и так далее. Это все вопросы, которые будут строить нашу жизнь, они будут основой нашей судьбы и нашего быта. Поэтому выбор каждый день, выбор каждую минуту, но за этим выбором будет стоять наше будущее, которое может быть таким, а может быть вот таким. Ну что, в конце встречи хотелось бы вам пожелать на те вопросы, которые вы задали, не бояться созидать, и чтобы это не было некоторым нравоучением, а передачей такого дружеского опыта человека, который уже прошел определенный
жизненный этап, и чтобы вы не боялись, самое главное, жить. Жизнь прекрасна во всех Ага. проявлениях. Возможность созидать, творить. И да, кстати, вот я забыл подсказать, что было бы полезно каждому из вас пройти какие-нибудь курсы по творческому развитию, например, там курсы ораторского мастерства, актерского мастерства. Все это очень поможет потом в будущем, когда вы будете поступать на работу, знакомиться со своими будущими женами и мужьями, потому что умение говорить, умение выступать, не бояться, значит, быть полезным, все это будет вам в пользу. Петь песни, танцевать, открываться, не бояться аудитории, все это тоже будет очень-очень полезно. Огромная признательность, что сегодня мы с вами опять встретились, поговорили. И если у вас есть вопросы, задавайте их смело. До новых встреч. Привет, Якутии. Увидимся. Александр, большое спасибо. Ребята, вот я хочу коротко рассказать про Александра, если кто пропустил. Спасибо, что вы приняли участие, но Александр Гизалов сам выпускник советского детского дома. Он прожил в детском доме 16 лет, он сам прошел весь этот путь, поэтому он сейчас уже который год, даже очень всю свою сознательную жизнь, как только он вышел из детского дома, он служил в армии, он получил несколько профессий, у него 5 детей. Он вот, показывал вам дом, свою машину, он все это достиг сам, он даже не получил от государства, это было советское время, 90-е годы, поэтому, к сожалению, тогда законодательство не было таким совершенным, как сейчас, поэтому, к сожалению, он от государства ни квартиру, ничего не получил, но, несмотря на эти трудности, он все добился сам. И сейчас он помогает вообще всем, да, в том числе почти всем выпускникам детских домов по всей России, ему все пишут, ему все звонят, и буквально сейчас мы работаем с девочкой из одного детского дома, не буду называть кто и откуда, но мы помогаем сейчас молодой девушке с 2 детьми, именно, хотя ей уже исполнилось 25 лет, но до 23 лет она обратилась в органы опеки для того, чтобы получить квартиру, но ей отказали, и отказали ей неправильно, и сейчас она вышла, нашла именно Гизалова Александра. Александр Гизалов связал с нами, с нашим фондом «Семья для ребенка», и сейчас наш юрист, лично я, работаем с этой девушкой. Мы буквально на днях подготовили 3 письма на имя Владимира Владимировича Путина в администрацию президента Российской Федерации, на имя генерального прокурора Республики Саха-Якутия и в администрацию одного района, где эта девушка должна была получить квартиру. И мы сейчас добиваемся того, чтобы спасти эту ситуацию, чтобы девушка получила квартиру, которая по закону ей положена. Поэтому я думаю, что и даже сейчас Александр Гизалов сотрудничает с выпускниками из наших детских домов республики, которые выехали за пределы, так скажем, республики, где-то они там трудоустроились и работают, где-то учатся, но они тоже общаются с Сашей Гизаловым, поэтому и Саша Гизалов несколько раз приезжал к нам в Якутию, к сожалению, из-за ковида он пока не может выехать. Поэтому я думаю, что мы с ним еще встретимся, и он на самом деле действительно настоящий друг, абсолютно бесплатно может выйти вот так вот и поделиться своими знаниями. А я желаю вам завтра провести очень хороший, завтра никаких не будет учебных вот таких вот мероприятий, как было сегодня 5 дней. Я, конечно, понимаю вашу молодость, и вы подростки, молодежь, поэтому я прекрасно понимаю, что иногда устаете, тем более организм ваш сейчас растет, и гормоны, и это все. И поэтому, а завтра мы для вас приготовили молодые ребята, не мы, а молодые ребята, волонтеры выйдут завтра к вам на онлайн-площадку с 3 до 6 по якутскому времени. По вашему, некоторых, по-моему, там отличается время, но с 3 до 6 по якутскому времени эти молодые ребята проведут с вами квест-игру. Они по секрету ничего нам даже не раскрывают, но говорят о том, что детям будет очень интересно. После того, как закончится онлайн-игра, мы с вами отправимся на вот эту 3-ю площадку, экспозицию «Моя история музей». Поэтому я желаю вам хороших выходных, хороших каникул. Давайте используем, проведем время
и сегодняшнее, и завтрашнее, и будущее. Всем пока. Пока.